Но вообще этот район, он сам по себе такой спокойный, да? То есть здесь и людей меньше. Он какой-то вообще тихий, как будто не в городе. Но вот видишь, тут сама дорога такая узенькая, и ее так сразу незаметно. То есть она вот так вот уходит, и все. Мы к дому сначала пойдем, Давай, как скажешь. потому что к дому проще. Чешме вот здесь, к нему еще пробраться надо. Ага, мы проберемся. Он здесь вот в забор встроен. И что-то давно там никого не было, видимо. Вот это тоже, да, этот старый дом? Здесь очень старые дома есть. Вот здесь я посмотрел. Ну, слушай, раз здесь, скажем так, туризм не сильно Да, сюда живет, не добрались. значит, здесь и не такой спрос на недвижку. Как говорится, интересные места. А вообще этот район как назывался? Здесь это вот это что выше ты говоришь, да? это там с Чанларын Еры, это вот Ну, Айдара это прям Гакумов Маале же был или рассказывал. просто так? Нет, типа? они просто там жили. А, Да. Маале, вот тот Шеер-Усты, ну, название говорящее. А этот Шеер-Кусты. Ну, что значит Шеер-Кусты, я не знаю. Шер-Кусты? Вот здесь, кстати, вот Колып очень хороший. Мне так нравится. Что Здесь. хорошее? Колып, вон кирпич-сырец, видите, заполнен там между щелями. А это не связано с рвотными этими позывами? Вот ты как говоришь, ну, усты и кусты. Нет, он на османском Шехри-Кюсты. А. Шехр и Кюсты. Я не Ага. знаю, что это значит. Это Вот эта улица, она Шеер-Кюсты. А вон та Шеер-Усты над ней. Ну вот этот саманный кирпич, он такой довольно-таки традиционный, да, для этого места? Он вообще, я вот вчера был на южном берегу, там вообще нет колыба вот этого, вообще его там нет. Там Я же был камень, так да? удивлен, там везде сплошь все из тесаного камня. А у нас вот это здание, оно не такое старое, ну оно начало века, скорее всего, и все равно вот старая техника, вот не из Бутовой вверх, Но саманный вот эти кирпич. вот эти арки, они вот традиционно, да, были? Или это вот новодел потом уже Здесь был? у нас в городе поздирали эти сачахлар все, Ну, и естественно. крыши попеределывали. У нас Они же сильно выдают, ну, хозяев. Да. Вот на ЮБК там сачахлар сохранили, а у нас все поздирали. Интересно, а почему? Там очень большие дома, Ага. каменные, и там же не черепицей они крыты, а жестью, вот этой вот Жесть металлом. изначально была жесть? Она у них очень рано, она у них с 80-х годов 19 века, то есть она давно. Интересно, с чем И, это? видимо, этот материал, короче, в глаза им не бросался, и он так и остался на этих крышах вместе с сачахами. А у нас же почти всю черепицу, вот эта лестница, всю черепицу поздирали и поставили шифер. Вот здесь каменная лестница, много где уже давно это Но бетон. она почему? Потому что ее, опять же, не трогали. Ну да, Она не тронута. да. Тут вон даже вот какая-то часть какого-то сооружения, где там лежит голова. Это элемент забора, да, такой? Это забор у них идет. Вот там вот что-то обвалилось от старого забора, вот это я вижу. Черепицу тут выложили. Но это все, вот, я так понимаю, все забор шел вон. Это была, да, вот здесь забор, вот он обвалился. Там деревья что-то. Туда же можно идти, да? Конечно, там никого нет, там Ну, пойдем пусто. посмотрим. Там пусто. Не бар, не йохан, да? Вот это надо будет... Ну, вот эти вот каменные ступеньки, они как-то так основательно смотрятся. Слушай, Да, они прямо из цельных блоков. Вот это надо будет убрать все. Тут аккуратно. а мы не знаем, кто это хозяин этого дома? Нет, вот этого дома нигде нет. Ну, у нас в Бахчисарае с большей частью домов так. Непонятно, Так, чьи тут- они. Чуть-чуть, конечно. Да, тут совсем тяжело. Надо будет все это убрать. Вот здесь что-то. Вот здесь я позавчера застрял. Вот. Вот он. Двор Замер. большой. Да, дом такой. Дом не маленький. слушай. Дом не маленький, дом большой. И Джам Софа, ну, свидетельствует о том, что он не бедный был человек. Слушай, он даже сейчас выглядит Он даже достойно. сейчас, он очень хорошо смотрится, да. То есть вот сейчас вот по такому проекту построить дом, блин, вполне себе, ну если сачах добавить, да, смотри, как он классно Да, смотрится. очень хорошо смотрится. А вот это вот синенькое покрашенное, это новодел?
Низ? Да, Да, видимо, магаз. там под что-то использовали. Там вот низ, какие-то там, я не знаю, общага что ли была, и там что-то интересное внизу. Магаз, да. По старым картам ты не смотрел? Это что за адрес? Это, нет, по старым картам нет. Сегодня вот это Маале Шейр Кусту. А хозяев, чтобы найти, это надо либо в архиве искать, где эти главы семейств. Я, правда, не знаю, где этот документ там находится. А у тех, кто помнит, это же все, и вот если бы были, кто здесь жил, можно было бы Слушай, карту ну сделать. здесь же кто-то жил после Кто-то того, жил. как хозяева выбросили отсюда. Кто-то же здесь жил. Кто-то жил, видимо, вот деревья старые. Вот когда-то забросили и не Ну, приезжают. Судя по виду, вот эти деревья, они тоже старые. Деревья очень старые. Это что? Это шелковица же это? Тут? Может, это дут. Дут. Скорее всего, дут это. Ну, по классике это дут, по идее. Но он тоже толстенный, да, ему лет 150 есть точно. Это дут 100%. А это? Это не знаю. И вишня или черешня, что-то такое. Ну, это, скорее всего, уже помоложе. Вот традиционный магаз. Слушай, ну так низко, это изначально так было, да? Они же не жилые нижние части, они такие Ну, кладовые. как склады, это кладовка, да? Да, ну может и пол подняли немножко, не знаю на самом деле, как тут было. Это кладовка, да. Это кладовка. Ну, удобно, слушай. Да, они еще отдельные, я не знаю, перегородки были или потом их сделали. Может и сделали, да. Слушай, смотри, вот он, получается, ну, дом, наверное, судя по всему, начала, да, века? Или конца 19-го. Ну вот по Что-то стилю, рядом, да? по стилю, да, он не особо, не больше 120-130 лет ему. Ну, вот эти петли, это уже на новодел все похоже. Скорее всего, здесь Здесь что-то, я не знаю, под что его использовали. дожили, наверное, или думаешь, общага была? У меня такое ощущение, как будто здесь общага была, вот что-то такое. Слушай, на Хавех они не похожи вот этот момент, а? По своему этому укладу. Вот здесь какая-то площадка такая ровная. Ну, здесь очень немаленький двор. Вот вообще он еще туда уходит. Так сам принцип постройки, смотри, дом от участка отдален. Это Да, же сюда. вообще не похоже Ну, на... там вот вообще, да, вообще дом, если бы был стеной к улице, Стена была бы часть дома, было по бы, идее. да, традиционнее Да, как-то по логике смотрелось. вот постройки. Ну, вот так высоко ему, может, это, вид, вот вид, конечно, был у него Ну, прекрасный. представляешь с вид, да, Джамсуфа. на эти скалы? Да, когда это все не было заросшее, да, на холосты, вот отсюда как раз был вид у него. А там дальше ты ходил, смотрел? Вовнутрь заходил? Внутрь можно зайти, да? Пойдем посмотрим, что там. Да, там очень интересный вид из Джамсуфа. У него вот здесь нормальный, хороший сделанный устазбар. Вот здесь тоже ступеньки идут каменные вот домой. Да, такие капитальные. Да, слушай, Крышу, вообще, да, переделали. Окна вот эти вот что-то пытались сделать, видимо. ну вот эти вот как облагороженные окна, это уже новодел, да? Да, он там да, вот это новодельно. Это что-то там 50-х, 60-х годов. под багет сделано. Да. Здесь вот шикарный вид из его Джамсуфа. Ну, здесь потолок классический, Да, абсолютно классический потолок. Так, здесь нужно будет аккуратно. Пол, ну, плитка, печка. вроде ничего. Пол как? О, я дальше пока не пойду. Так, это получается терраса, да? Это Джамсуфа, да. Джамсуфа, она и застекленная, то есть она Она жилая застеклена, была всё закрытая, время. да. Ну, то есть это не бедные люди. У бедных обычно открытая была терраса, то есть там просто перегородки стояли. Вообще, Джамсуфа это там показатель достатка. Что Вообще у меня бабушка говорила, что они пленку натягивали вместо стекла. пленка, да, либо это там еще уже раньше, тяжелые если времена пузырь мочевой животных из него там могли натянуть. Ну, это типа на зимний период, да, то есть на холодный период. В основном окна открыты и ставни были на зиму. Джамсуфа это уже такое. Но это излишки, по сути, получается. То есть, ну,
Это уже, да, это уже если ты можешь себе позволить построить джамп-суфа. Ну, здесь, конечно, все. Здесь и печка была. Но ты ее смотрел на предмет этого? Ну, как здесь было организовано пространство жилищное? То есть по логике, это сколько здесь семей жило? Получается, вот раз комната, два комната, котельная и та нежилая же была комната. Я не знаю, вот печку они сюда новую засунули. Здесь вообще маленькая, слушай. Здесь маленькая. Походу вот здесь типа, может, детская была или сандык стоял. Да, он не особо большой. Подожди, а там же еще ниша должна быть. А вот, правильно. Вот еще одна комната. Да, вот. А, ну Да, вот, да. смотри, вот это абсолютно... Вот здесь была печь. Да, Печь, да, скорее да. всего, была изначально. Да, да, скорее всего здесь, потому что это такая внутренняя вот Вот, комната. смотри, кровать, А ну вот тут и есть какая-то. печь. Вот здесь, скорее всего, жили и дети могли жить, и все. То есть теплая комната была. Горело, смотри, вон. Потолок здесь дымился, вон. А здесь печка, скорее всего, открытого типа была уже под конец. Бомжи когда грелись. Слушай, и сзади тоже земля есть. Да, здесь очень большой участок. Я не знаю, здесь если была общага, один вопрос, а если Нет. поделили дом, то другой, потому Думаю, что что вообще не не на одну общага. семью бы его дали, потому что он очень большой. Ну, участок большой, а дом-то небольшой. Получается, что нет. Ну вот смотри, вот спальня, вот типа условный зал. Там кладовая, там, скорее всего, сандык стоял, вот Да. эти вот хозвещи. Да. Ну он вот из пиленного камня, он там вот с этой. Но он добротный. Он, то есть, да, уже не из саманного кирпича, он в основном из камня здесь. И его знаешь, что интересно? Мне кажется, что вот за счет того, что Вот, он вот. такой небольшой относительно, здесь, скорее всего, молодая семья жила. То есть прям новая молодая семья построилась. Да, вот прямо блоки, капитальные блоки. У нас из таких блоков Альма, типография да? Тердиман построена. То есть это по-любому не бедный чувак был. И Да. смотри, вот обработка, видно, что ручная обработка у камня. Его даже пилили вручную, походу. Так что вполне вероятно, что здесь какой-то деятель жил. Потому что сам по себе, вот по этим, вот здесь, смотри, тоже какой-то был, да? Здесь забор был. То есть тоже какая-то дополнительная площадка. Да, наверное, что-то было. Возможно, и здесь типа босага была, там, ну, как бы для обуви или Ну, что-то. вот они ступеньки сверху залили, получается, а так они старые, он камень. Здесь что-то Ну, это было. новодел, да, с бетоном? Да, что-то сверху залито. А вот граница участка, смотри, вот раз она, туда наверх. Ну, там грунт пошел, поплыл немножко сюда, в эту сторону. Так. Надо срезать. Ну и вообще, знаешь, по ощущениям, как будто здесь давно уже ничего нету. Здесь, ну, кто-то его бросил и куда-то делся, как это обычно. Ну, судя по запустению, лет 30, наверное. Да, здесь давно, видимо, никого нет. Вот в Хазылташе тоже пол села продается. Там какой дом не возьми, Все на продажу. все на продажу. Понятия не имею. Смотри, это вот туда вся территория этого дома, да? Ну здесь как капитальное поместье. Здесь, видимо, у него Соток сад. 10 У него здесь был есть. сад, видимо, здесь, я так понимаю. Вот по ощущению соток 10 здесь есть. 8-10 соток. Казалташ. Ну, как бы, если посмотреть на перспективу, он не очень старый.
Он сделан из блоков То есть каменных. он стоит, в принципе, да? Да, он сделан из каменных блоков, то есть это не колыб, не саманный кирпич, у него не должно быть больших проблем там с его восстановлением. Ну, конечно, джам-софа надо перекрыть по новой, там крыша, а так, если смотреть там на другие дома, которые там победнее, постарше, то там, конечно, сложнее. Сейчас нашел одного деда, который с моего села Беш-Худжава, там, где солью занимались, но он 36-го года, короче. То есть он маленький был, блин. Ну вот хочу поехать. А это как бы иногда Не работает. не работает. Иногда маленькие все знают, старшие ни черта не знают. Ну вот хочу, короче, прыжок веры сделать, поехать. Может быть, что-то знает, блин. Поэтому это как бы некоторые думают, что 95 лет человеку. Начинаешь спрашивать, ничего не знать. Чем занимались, непонятно. Вообще. И я не знаю, кто там хозяин. Вот это она и спускается прям чуть ли не к ущелью. И там вмурован, ну прям встроен в эту стену чешме. Старый-старый То есть там. он рабочий был, да? Он был рабочий, у него почему-то две ниши. Он меня еще чем удивил, там две ниши. Как будто этот. Может, для скота? Две плиты, что ли, было у него закладные. Слушай, а вот здесь я, по-моему, ни разу не был. Я тоже здесь не был. Здесь вообще это ущелье куда-то туда ведет, я не знаю, в какую сторону эта дорога. Это как балка, да, небольшая? Она вот как-то отрезана от города, вот она сюда уходит. И вот здесь эти дачи они основали в 50-е годы, вот эти русские дачи. Да. Но это прям старые дачи, да? Ну, вот как они в этот... Вот здесь, по-моему, забор, надо с этой стороны идти. Ага. Если он колючую проволоку Ой, вот ты натянул. поснимай, я сейчас что-то тоже чешмю почистим. Под ногами смотри. Под ногами, да. Под ногами надо аккуратно. У нас еще Вообще, в целом, знаешь, вот в целом есть вот эта вот какая-то инертность, она присутствует. вот она у нас есть почему-то. Вот. Сколько... Не зря, наверное, говорят таттором и наттором. Сколько я сталкиваюсь, у них как-то с этим получше. Ну, видишь, опять же, да, не все. Не все, но у них хотя бы коршувы есть. У кого? Ну, как бы у многих. Ну, у нас даже села нету. Ну, села нет, это же не показатель там. Вот этих тоже села нет. Ну, как не показатель, ты знаешь? Кто-то собирается же, у кого села нет. Бешуйские вот. Села нет. Ну, они активные, да. Село в этом вообще в черте заповедника. И то постоянно они собираются. Ну, вот, видать, что-то в этом есть, да. Что-то есть, причем вот уже сколько времени, и каждый раз им не лень. Да. Как говорится, хочется только
Порадоваться за них. А у нас село есть, у нас людей нет. Такой парадокс. Для меня тоже такое открытие стало, что на море никто не был. Кто вот так жил возле него, ну, кто возле моря не жил. Да. Спрашиваешь, Денисский баран. Ё! Представляешь? Для меня этот... Я потом думаю, ну действительно, а как они доберутся до этого моря? На колеснице, что ли? Все заняты были, у всех дела. А мои ходили на море в Аджибулат. Не, ну, с Велина, с Алмат-Архана там не так далеко. Мои ходили, причем капитально, там, каждый этот у них. И плавать умели, да? И плавать умели, у меня все умели Короче, плавать. прогрессивные у тебя. Они, да. Там еще дервиза была на всю Альминскую долину в Аджибулате. Так они все на море собирались. Интересно у них была дервиза. Дети купаться шли. Похоже на нынешние пикники у них была дервиза. Там Дервиза казан она ставили. бывает. А в Хазалташе там могила Дахджи на территории какого-то виноградника. Еще попробуй найди эту. Это кладбище. Она отдельно стоит, что ли? Это вообще... Там, короче, такое маленькое кладбище. Ворота стоят огромными буквами «Частная территория». Проход, проезд, пролет, все запрещено. А там видно башташи. Вот стоишь на виноградник, смотришь, там такая горочка, и там башташи. Прикольно это они придумали. Да, и вот туда пробрались. Там Джингиз Дахджи похоронен, сестренка его. Несколько гурзувцев. Это Хазалташцы. фамильное, получается, да? У Ну, него? такое, да, место. Ни ограды, ничего нет. Там же лошади, видимо, до этого паслись. Но этого Чешме ничего, никакой истории нет. Он, конечно, в своде есть. Ну, он такой, он тоже капитальный. Он слушай. капитальный. Он капитальный, причем большой. Я не знаю, там... Что с той стороны еще у него? Как туда пройдешь? Не, наверное, кто-то вписал. То есть вот это, да, надпись имеется в виду? Вот. Да. Потому что место для плиты есть, причем два. Вот что меня поразило, А это нормально. тут два. Это Основатель или реставратор? две таблички было, видимо. Ни одной нет. Вот там как будто что-то стертое есть там, ну что-то. Причем, скорее всего, оно не такое старое было, это Чешме. Потому что раньше же вообще не принято было табличку высоко ставить. Ну, оно по устройству тоже не особо старое. Дела Бахчисарайской городской управы, Бахчисарайское какое-то общество, еще что-то. И ты сиди, догадайся, где вот в этом всем бардаке тебе искать информацию по Чешме. Короче, это надо А сами Чешме, они не закреплялись, не регистрировались? Они где-то должны быть указаны. Это же все-таки объект городской. Они где-то должны быть Муниципальный. указаны в Чешме. Только вопрос, как их найти. Где-то даже есть список землевладельцев, ну, где можно было бы дома искать. Но это же все надо найти. Почему-то этим у нас никто, вообще Бахчисараем мало кто занимается. У меня тут предков здесь пекарни были. Где были, не знаю. Пекарни? Пекарни, да. Ну, Вот в этом районе? У дальних нет, я не знаю где. Ну, где керосинка, наверное, там были старые пекарни же. Ну, их же не, они же не в одном месте были, все Ну эти да. пекарни. И причем, смотри, вот еще одна есть ниша. Да? Похоже, что там тоже что-то было. Смотри. Да, вот два крана, да? Два крана. Два крана, да. Возможно, может быть, разные времена были? Или это для мало было вот здесь ниша? Ну, могли быть несколько для этих, как бы. Потому что вот у здесь... Сырло вообще 4 крана было. Вот здесь явно, что набирать, да? А вот здесь, скорее Может, всего, там и ашлав есть закопанный, по-любому кто может его быть. знает. Но я вот думаю, это. что он вот здесь, если честно. Вот здесь вот он. А здесь написано 17. Ну, я посмотрел, Ну, не ни в чётко. одном списке памятников даты нет. Вообще ничего особо нет по этому фонтану. Это для денег. Для денег? копеек, да, для имущих, малоимущих. Вот почему две не... Вот это ладно, Это плита она создателя. прямоугольная, здесь плита была. Это плита. А это это? для малоимущих. А есть такой опыт, Конечно. да? Да, Я да. что-то таких в Чешме не... Ты посмотри, с Низамера ты не смотрел, что ли, про Хутлах? Он же рассказывал про это. А, все. Вспомнил.
Да, был такой. Эта дорога непонятно мне. На южный берег, что ли, идет? Надо будет подойти посмотреть. Сейчас пойдем посмотрим. Аль-Адин, правда, пишет, что с Озенбаша 3 часа топать в Ялту. Я как прочитал, я думаю, я теперь понимаю, почему мои предки считали, что это другая страна. Потому что туда переть, это надо было еще решиться на это. Ну вот у меня... Это из Озенбаша, который ялтинский вообще, очень сильно там в ту сторону. Не, ну это все-таки лицевая часть. Она, видимо, так в стене и была это. Да, скорее всего, да. Судя по этому, вот этим краникам, это и есть лицевая сторона. Ну, забор тоже старый, видимо, так и было оно. Какой-то кусок черепички. Дживас. Дживас здесь, да, культурный слой такой его. Дживас прямо конкретно. Ну, вообще, как будто его чистят, потому что маловато здесь этого. Хотя кто его может здесь чистить? Не, Кого вряд я ли, его обманываю? уже много времени, судя по зарослям ежевики тут. Куда закладные? Они выламывали, что ли, эти закладные плиты? Где? Вот они же куда-то делись, эти плиты. Вот эти. Ну, может быть, кто-то из этого района приехал, забрался домой. Выламывали, Есть же что ли, такие не тоже. знаю. Ну, вот это вот подвижная же. Я ее двигал. Ну, вроде уже этот Башилер Корунейший называется. Да. Да, интересно. Здесь, наверное, тоже все время деревья были. И вот в этой тени набирали воду. Ребятки прибегали. Ну, по-любому здесь это грунт. Это вот эти листья, которые за столько лет насыпало сюда. Нанесло. Да. Да. Это Шмидта. Это что за дом? Вот это очень красивый какой-то дом. Вот тоже. справа, вот здесь дверь. Вот этот? Вот. Вот этот? Да. Не знаю, что это. Будка какая-то. Это же старый дом? Вот этот? Вот этот старый? А, я даже его не видел, у него софа, оказывается, есть. Надо же. Ну-ка, софа есть. А я его с той стороны видел. И этот. Тоже заброшка, что ли. А нет, окна новые. Видимо, 2 семьи тоже вот тут поделено пополам. Так, еще сравни с тем, да? Но здесь, видишь, вот здесь бетоном залили спереди. Да. Сделали эту стяжку. Бетоном залили, кто-то себе он провел куда-то трубу откуда-то. Да. Ну, видишь, здесь он на видном месте, поэтому не получилось ему выжить. А я не знаю, вода куда делась. Вон кран есть. А вода уходит и всё. Это же подземные воды. Вообще там вот в Мангуше, там отец мой рассказывал, был случай, у них был родник, и он сейчас еще есть, а еще был больше родник. И местные жители решили его увеличить. Экскаватором копнули, и все, вода ушла. Хотели сделать больше его, ну. Он уходит легко, его потом не вернешь. Сейчас мы будем пить хаве с медици. Достаем наши ингредиенты.
Хайвей какой жесткости пьешь, говорю? Средний. Средний? Сады? Саде. Так, давай сначала сделаем. Так, что? Так, сейчас один финджан кафе выпьем. Так, это у нас получается что? 4-й купаж, да? А, 3-й. Посмотрим. Рифат, ты как? Ты любишь, ты кислинку любишь или не любишь вообще? Не знаю. Не думал об этом, да? Не думал об этом. Так, ну что, процесс идет. Процесс идет. Единственное, что я не знаю, какой сейчас огонь по силе, потому что я его не вижу. Но вроде бы что-то есть такое. Пока. Ты вот сюда пенку сними, иди, и верь заман. Конечно, пили в Бахчисарае. По 80 кофеин здесь было, извините. Ну, вообще 60, ну, кто говорит 80, опять же, да, вот это интересный момент. А может, Нет, это к началу века уже было под сотню. Начало какого? 20 века? Да, там вот, я же говорю, там у Усманова есть статьи, там в одном Азизе, вон там, штук 20 их было. Вот это вообще уникальная вещь. Вот поперло, только поперло, и тут революция. Ты знаешь, я про кофейни где-то там писал или что, или мы разговаривали. Где-то комментарий был. И я говорю, что кофейни, ну, они по сословиям тоже делились. Ты Конечно. Ну вот, слушай. И тут меня одна женщина, видать, Беков Хамушадам, говорит, что вы такую ерунду рассказываете? Люди все были равны, и в джами все становились в один ряд, и в кофейнях типа не было социального неравенства. Деп мага язда. Я говорю, ну, я, конечно, все понимаю. Не, в джами вопросов нету. Действительно, все стояли как зашел, короче, да, где зашел, там и встал. Но кофейни нет. Это был очень сильный маркер социальный. Смотри, это просто вообще наклон за раши. Сейчас будем разливать. Вот смотри, какая пенка, это мощь. Но он это чуть-чуть такой крепкий будет, Рифат, так что смотри. Ничего страшного. Все. Кот ресом, да, такие вещи? Потеряем. Все. Так, До давайте. сих пор. Мнение. О чем? Не, сначала, да, вот, ты все правильно делаешь. Не этот, не крепкий, не сильно крепкий. Я что. Чемас, вот смотрите, сколько глотков сделал, а там пенки еще на 2 чашки хватит. Давай что-нибудь, какой-нибудь план, может быть, еще. Дальше что делаем? Какой чешме дальше чистим? Знать бы еще, где они находятся. Вообще, ты знаешь, я почему подумал, что можно это дело снять? Потому что, возможно, силой интернета мы найдем людей, которые знают про этот дом что-то. Да, вполне. Вот этот момент интересный, да? Если мы будем знать его статус, уже как бы что-то можно из этого Вот извлечь. там вот дом Сагыр Бекира, вот здесь большой такой, на 3 хозяев поделен. Да. Я о нем узнал через вот интернет как раз. Да.
Причем у него потомки там с документами, со всеми делами, там как бы хорошо знают об истории. Он там на 3 хозяев огромный дом поделен. Да, вот и я про это и говорю. То есть это по-любому какой-то видный человек был. Это не мог быть Фухарев какой-то обычный. Нет, нет, нет. Потому что, судя по тому, как он добротно сделан, даже не то, что он небольшой, относительно, да, то есть не 2 семьи там. Мгм. Одна семья по-любому только была. Поэтому интересно. Ну, ничего, посмотрим.